Выявить и разрешить все проблемы. В городе прошел обучающий семинар. «Золушка в Сибае». Коллектив Салаватского драматического театра выступил для самых юных горожан. Об этом и не только вы узнаете в ближайшее время. В студии Милиш Бердин. Здравствуйте. Выявить и разрешить проблемы населенного пункта, на решение которых в муниципалитете не хватает средств. Именно на это была направлена программа поддержки местных инициатив. На днях в Сибае прошел обучающий семинар по данной теме. Подробности в следующем сюжете. Программа по поддержке местных инициатив является хорошим подспорьем в решении многих муниципальных проблем и вопросов. Сибай уже не раз принимал участие в этом конкурсе и, стоит отметить, весьма удачно. Примером тому служит ремонт водопроводных сетей в поселке Туиляс и работы по ремонту учреждений образования и культуры города. Однако в конкурсной программе на следующий год произошел ряд изменений, которые обсудили участники обучающегося семинара, прошедшего в администрации города. Со всеми нововведениями собравшихся ознакомил научный сотрудник Центра изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований Республики Башкортостан Александр Куликов. Мы начали новый раунд конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах, так называемый ППМИ на 2018 год. Сейчас мы проводим обучающие мероприятия для глав муниципальных образований, городских округов, сельских поселений, а также для кураторов в районах. Рассказываем изменения, которые были внесены в конкурс в этом году, ну и основные условия для тех, кто ранее в этом конкурсе не участвовал. В ходе встречи были обсуждены изменения в законодательных нормативных актах, регламентирующих деятельность, связанную с участием в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Республике Башкортостан. Присутствующие также ознакомились с планом-графиком реализации конкурсного отбора и разобрали вопросы, возникающие при организации участия в отборе проектов, основанных на местных инициативах. Проведение подобных обучающих семинаров предусмотрено по всей республике. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Все вопросы, вошедшие в повестку дня 15-го заседания Совета городского округа город Сибай, который состоялся накануне в администрации, были детально рассмотрены и приняты депутатами единогласно. Что именно обсуждали местные парламентарии? Смотрите далее. Очередное 15-е заседание Совета городского округа прошло накануне в администрации. Вопросы, вынесенные на рассмотрение местных парламентариев, в основном коснулись изменений и дополнений в уже существующие решения Совета. В частности, заместитель главы администрации, начальник финансового управления Виктория Трофимова доложила о необходимости внесения изменений в решение Совета о бюджете городского округа на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Ввиду необходимости изменений коснулись и решения об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых объединением клуба для детей, подростков и молодежи «Ровесник». Депутаты проголосовали за назначение публичных слушаний по проекту решения Совета городского округа о бюджете. Уважаемые депутаты, предлагается назначить публичные слушания по проекту решения Совета о бюджете городского округа на 2018 год и на плановый период 19-20 годов. 5 часов местного времени 7 декабря 2017 года в зале заседания администрации городского округа Ленина 9/1. Письменное предложение жителей городского округа направляется в комиссию по проведению публичных слушаний в город Сибай, Ленина 9/1, кабинет 312. Кроме того, депутатами были заслушаны и рассмотрены вопросы, касающиеся мер по проведению мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий, а также о порядке их создания, реорганизации и ликвидации. Все заслушанные в ходе заседания вопросы были приняты депутатами к рассмотрению. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Как найти любимую среди тысячи с нужным размером обуви? Эту давнюю загадку разгадали Шарль Перро и братья Гримм. Салаватский государственный драматический театр с гастрольным трехдневным туром по городам Зауралья представил сибайскому зрителю театральное представление «Золушка». Подробности в материале Екатерины Марочкиной. Театр начинается с вешалки, а детство со сказки. Зал Сибайского драматического театра сегодня наполнился детским весельем. Постановка Дмитрия Голубицкого «Золушка» – театральная адаптация по мотивам сказки Шарля Перро. Несчастная Золушка однажды попала на самый настоящий бал, и там потеряла один из подарков своей крестной хрустальную туфельку. Именно эта туфелька стала одним ключом от двух сердец главных героев – Золушки и принца. Все обидчики главной героини были разом наказаны, когда принц, благодаря своей находке, нашел невесту. На сцене актеры Салаватского драмтеатра выступают не первый раз, специально для самых важных и благодарных зрителей. Яркие костюмы, сатирические образы героев и, конечно же, чувство волшебства приковали все внимание детей к происходящему на сцене. Мы должны понимать, когда ставим сказки, что дети приходят на зрелищность, на какую-то динамику, на движение. И мы это все учитываем, чтобы костюмы были яркие, чтобы они не уставали. И
мы должны понимать, что маленький зритель – это очень умный зритель, и мы не должны их обманывать, и должны, отдаваться на все 100%, потому что их не обманешь. Юные зрители покидали зал впечатленными. Многие слышали сказку из уст родителей, кто-то прочел самостоятельно. Наверняка видели мультфильмы на вариацию европейской сказки. Но когда знакомая с самого нежного возраста история вдруг оживает здесь, то восторгу нет конца. Чему учит сказка и чем понравился спектакль, рассказали школьники, посетившие премьеру. Нельзя ссориться, нельзя драться, нужно жить всегда дружно. Интересно было, когда мачеха, она ругалась. Смешно было. Мне больше всего понравилось, как все закончилось. Вообще сказки заканчиваются всегда хорошо. Но мне очень понравилась сама актриса Золушка, она очень красивая. Мне он очень понравился. Мне там больше всего понравилась Золушка и принц, как они танцевали. Больше всего запомнилась Золушка, ее мать, мачеха и принц, потому что они все, некоторые были смешные, и некоторые были немножко злые. Драматургия раскрывает в зрителях всю палитру человеческих эмоций. И посещение спектакля детьми – отличный повод воспитать в ребенке не только хорошие манеры, но и осознать всю разносторонность чувств. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Осень – время давно запланированных покупок. Порой появляется потребность в дополнительных крупных суммах. Для таких случаев банк «Пойдем» разработал новую программу кредитования суммой до 500 тысяч рублей. Поэтому совсем недавно был запущен принципиально новый кредит по программе кредитования «Больше лучше» от 300 до 500 тысяч рублей с привлекательными процентными ставками. Данное кредитное предложение для клиентов, готовых официально подтвердить свои доходы. Для оформления кредита нужно всего 3 документа: паспорт, второй документ, подтверждающий личность, и документ о доходах. В банке «Пойдем» при положительном решении оформить и получить кредит можно в день обращения. А само решение о выдаче принимает не какая-то компьютерная программа, а непосредственно сам финансовый консультант. Если вы давно хотели благоустроить свой дом или дачный участок, купить автомобиль или сделать ремонт, но пока не было возможности реализовать задуманное, ждем вас в офисах банка «Пойдем». Наши новые кредитные продукты помогут решить многие задачи и воплотить в жизнь ваши давние мечты. Жители нашего города давно оценили простоту и удобство банка «Пойдем». Здесь создана почти домашняя атмосфера. Сотрудники отзывчивы и готовы вникнуть в любые жизненные обстоятельства. Здесь вам скажут причину отказа и подскажут, как ее устранить. Офисы банка «Пойдем» работают 7 дней в неделю, без перерыва и выходных. На этом выпуск новостей подходит к концу. Я желаю вам удачи, берегите себя.